В прямом эфире ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. Добрый вечер. В студии Алексей Калиничев и наши темы. Выходной с перчатками, граблями и мусорными мешками. Я пришел сегодня всем помочь. Как вся республика вышла на субботник, расскажет Салават Мухаммадуллин. Даешь молодежь. Эти вещи ведут эти деньги. В Казани завершился республиканский форум сельской молодежи. Чем они занимаются сегодня и как село становится зоной стартапов, увидел Рамиль Шайдуллин. Второму хоспису быть. Энную сумму накопили, но есть деньги фонда. Сейчас ищем инвесторов тоже. Когда и где начнется строительство хосписа, узнала Вероника Гайнуддинова. Красота и искусство верховой езды. Не всегда бывает легко, но он хочет сотрудничать, и поэтому работа дается гораздо легче. Конно-спортивное соревнование в Казани. Почему важно выстраивать отношения со своей лошадью, расскажет Зарина Ахметова. 4 пострадавших после вчерашнего пожара в Нижнекамске сегодня доставлены в Казань. Накануне ночью сюда, в ожоговый центр РКБ, по воздуху транспортировали первых 2 пациентов из Челнов. Сегодня был еще один воздушный рейс из Нижнекамска. По данным Центра медицины катастроф, в результате вчерашнего пожара в одной из нижнекамских промзон пострадали 17 человек. 8 из них были госпитализированы в БСМП Челнов, 7 в Нижнекамскую ЦРБ. По данным Минздрава, сегодня там остается 5 человек в состоянии средней степени тяжести. На данный момент, значит, 2 из реанимационного отделения переведены в отделение, состояние их улучшилось. Вот, они не требуют реанимационного наблюдения. Общаются, они самостоятельно передвигаются, они самостоятельно кушают, пьют. То есть для них уже, скажем так, режим в отделении, то есть свободно. Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. В процессе полета с помощью специально оборудованного медицинского модуля постоянно контролировалось состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы пострадавших, проводилась кислородная терапия и необходимое медикаментозное вмешательство. 40 тысяч в Казани, столько же в городах и районах республики. Сегодня татарстанцы вышли на генеральную уборку. Поработали так, что в парках сейчас гулять одно удовольствие. Как весенний апгрейд пришел в каждый двор и улицу, увидел Салават Мухаммадуллин. Грабли, мешки и перчатки в руки и вперед. Вместе мусорим, вместе и убираемся. Главные помощники – дети. Плюс на республиканский субботник вышли гости из других регионов. Удмуртия. Из Удмуртии? Да. И вышли в Казани на субботник? Да, на субботник. А зачем? С внуком. Помогать, чтобы все было красиво. Приятно было, чтобы всем. Пришел сегодня всем помочь. А с кем пришел? С моей сестренкой и мамой. Все вместе убираетесь? И как, весело? Да. Только в Горкинско-Аметьевский лес на субботник сегодня вышли 1000 человек. И, как вы видите, все работает как часы, каждый взял себе определенную территорию. Вот с начала уборки прошло примерно полчаса, а мусорных мешков уже десятки. В топе находок окурки, пластик, упаковки. У природы и городских улиц сегодня настоящий пир. Их не только убрали, но еще и озеленили, ели от лесников. В республике проходит эко-весна. Самое главное то, что каждый год все больше и больше наши жители выходят наводить порядок. Поехали, друзья! А это уже субботник в Дербышках. Убирали берег озера Комсомолец. Весь мусор в многоразовые мешки. Они перерабатываются плохо. Из-за этого лучше многоразовые мешки использовать, чем пластиковые. Вместе с казанцами на субботник сегодня вышли и депутаты Госсовета. Их территория – Людской сад. Каждый год мы здесь убираемся. А я считаю, что это очень важно – брать с собой детей на такие мероприятия, чтобы с самого детства они приучались беречь свой город. Давайте начинаем отсюда. В саду Эрмитаж второй год подряд убираются представители КПРФ. Коммунисты с граблями и пакетами собрали опавшую листву и мусор. У меня сегодня вообще юбилей, 45 лет. Я даже свой день рождения начал начать с субботника. Наоборот, мне кажется, спорт и труд рядом идут. Это лозунг, который был всегда, мы с ним и жили. Я думаю, что он не потерял свою актуальность. Вообще, субботник сегодня республиканский. В Челнах, например, очистили проспект Мира, а на проспекте Суембике посадили 50 елей. Здорово, все очень дружно работаем.
все делаем для блага нашего любимого города и республики. В Альметьевске собранный мусор вывезли 150 КАМАЗов. Здесь городскую уборку начали еще с начала недели. Продолжат и на следующий. Надо все это делать, надо убираться. Ежегодно мы принимаем участие в этих субботниках. Это традиция, это история. Мишка после зимней спячки. Тоже надо помыться. К субботнику присоединилась и наша телерадиокомпания. Миссия «Убраться», что называется, проходила без отрыва от производства. Выход в эфир программ никто не отменял. Суббота в новостях никогда не был выходным. Вот и сегодня мы специально пришли чуть пораньше, чтобы сначала редакцию помыть, а потом уже до съемки побежать. Так, сегодня вся республика обновилась и точно стала чище. Сделаем планету чище. Салават Нухмадуллин, Алмазиатдинов, ТНВ, Казань, Альметьевск, Набережные Челны. Не только чище, но и комфортнее станут общественные пространства республики. Рустам Минниханов провел совещание по благоустройству набережной левого берега Казанки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы. С презентацией выступил архитектор Эдуард Моро. По проекту 3 основные зоны. Фестивальный квартал для масштабных культурных событий, парк знаний, новый формат библиотечного пространства на территории бывшего НКЦ, молодежный парк у «Миллениума», спортивные площадки для игр с мячом, скейт-парк и велозоны. Пришло время сеять. На полях Татарстана начались весенне-полевые работы. В предстоящие несколько дней провести баронирование должны на площади около 3 миллионов гектаров. Сегодня в Доме правительства обсуждали, как идут работы. Глава Минсельхоза Марат Ахметов отметил, ситуация с озимыми непростая. Из-за дефицита влаги около 25% площадей посевов ушли на зимовку с довольно в плохом состоянии. Где родился, там и пригодился. Сегодня в Казани завершился республиканский форум сельской молодежи. 3 дня они представляли жюри проекты, которые, на их взгляд, оживят размеренный сельский быт. Здесь и стартапы по выращиванию птиц, и новый туристический маршрут, и даже кино. Рамиль Шайдуллин продолжит тему сельского ренессанса. Мечту есть только экопродукты. Менделеевец Артем Месеев превратил сначала в крошечную птицеферму, а после в целое хозяйство. Сейчас у него свой инкубатор и сотни выведенных гусей и бройлеров. У меня 2 детей, сын 6 лет и дочка 10 лет. Самая основная задача была научить своих детей именно уметь работать в сельском хозяйстве. Село – это особый образ жизни. Таких энтузиастов сегодня целый зал. Они представляют самые разные проекты, направленные на развитие сел, в которых живут сами. Я очень рад, что вот среди той сферы жизни, где не все просто, есть люди, которые живут этим и любят, уважают этот образ жизни. Сельская молодежь уезжает из села, но есть и обратные истории, когда в деревню переезжают коренные горожане, где поначалу их ничего не ждет, но все меняется потом. Замуж вышла в деревню, и муж вот так с мужем вместе решили вот так заниматься. Сначала 5 коров, потом уже 25, потом уже 45, вот так. Сегодня таких активных селян поддержали. Вот и Татьяне Грининой повезло. Ей и ее детским экскурсиям на сыроварню достался грант. То есть мастер-класс по сыроделию. Вот как раз-таки на покупку оборудования, заквасок различных и фартуков обязательно. Девиз форума – поддержать инициативы молодежи, в том числе и финансово. Для лучших сертификаты от 50 до 200 тысяч рублей. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Пишут в «Известии» объекты, ни проекта, ни адреса. Антимонопольщики рассказали о самых спорных тендерах. Кто нарушает законы? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Увидеть самую мощную газовую турбину в России, познакомиться с производством электроэнергии, договориться о стажировке. Такой шанс выпал студентам Энергоуниверситета. Попасть на закрытую площадку ТЭЦ-3 компании ТГК-16 им помогла акция «Неделя без турникетов». Ксения Кутильна, студент 1-го курса Энергоуниверситета, продолжает семейную династию теплоэнергетиков. Говорит, профессия непростая. Автоматизированность, информационные технологии, оборудование теплостанций постоянно обновляется. Это требует новых знаний и навыков. Пришли на профориентацию в Казанскую ТЭЦ-3, чтобы профориентироваться по нашей профессии теплоэнергетика и теплотехника по направлению ТЭЦ и узнать много нового и интересного. Со временем постоянно улучшается все, оборудование, возможность узнать что-то про свою профессию будущую. Паровые котлы, конденсаторы, турбины для студентов – это уникальный шанс изучить технологии производства тепла и энергии не в теории, а на практике. Вот свои 400 мегаватт она вырабатывает и передает в систему.
На площадке ТЭЦ-3 старейшие экспонаты, история предприятия. Больше всего студентов удивило другое. Из маленькой комнаты на 4 человека обеспечивает энергией почти вся Казань. Самой мощной в России газовой турбине уже 2 года. В этом здании находится единственная газовая турбина. Его помещение в 3 раза меньше, чем то, в котором находятся паровые. Турбина занесена в Книгу рекордов Гиннесса по своей экологичности, экономичности и автоматизированности. Большая часть работников этого ТЭЦ – бывшие студенты энергоуниверситета. Он готовит узких специалистов. Здесь они проходят свою первую практику и знакомятся с производством. Проверить свои силы им помогает и чемпионат WorldSkills. Для них компетенция – эксплуатация кабельных линий электропередачи. Уметь должны все – от монтажа до диагностики и программирования. Есть некоторые текучесть кадров, но она очень маленькая, поэтому отбор очень жесткий, очень строгий. Мы берем только лучших. Договориться о стажировке, пообщаться с мастерами, узнать профессию изнутри. Для всех желающих акция «Неделя без турникета». В этом году свои двери распахнули сотни предприятий по всей России. Более 40 в Татарстане. Юлия Муратова, Равзель Гарипов, ТНВ, Казань. Второму хоспису быть. Строительство нового здания начнется уже этой весной. 2 года не могли найти подходящий участок. Сейчас земля есть, проект самого хосписа тоже готов. В процессе только подготовка документов. Вероника Гайнудинова узнала, где построят второе здание и когда оно примет первых пациентов. Чудо есть, да, Коза? Конечно. 12 лет назад у Лейсан врачи обнаружили опухоль головного мозга. 3 операции, несколько курсов химиотерапии. 10 лет все было хорошо. И вот рецидив. Сейчас ей 20, она верит в чудо. В остальном ей помогает хоспис. Для меня это уже как второй дом. Благодаря хоспису у меня девочка стала двигаться, разговаривать. Было совсем плохо. В хосписе никогда не бывает свободных мест. За 8 лет помощь получили больше 3000 пациентов. Медицинская, психологическая, социальная, духовная поддержка. Все для улучшения и продления жизни. Сейчас в хосписе на Королева всего 35 мест. 17 для детей и 18 для взрослых. Но скоро он полностью станет детским, и количество мест увеличится до 40. Второй хоспис, но уже полностью для взрослых, построят здесь, на перекрестке Оренбургского тракта и улицы братьев Баталовых. Землю федерального значения отдали под хоспис на безвозмездной основе. Пока здесь, как мы видим, растут деревья, но уже скоро начнется строительство. Будут храмы, это вот мечеть, церковь. Здесь, значит, вот будут палаты с балконом. Владимир Вавилов признается, строительство готов начать хоть сегодня, но пока ждет документы из Минземимущества о передаче земли. Мы уже энную сумму накопили, но есть деньги фонда. Сейчас ищем инвесторов. Будет двухэтажное здание. Первый этаж будет 30 коек, вот я его показываю, 30 коек хосписных. Второй этаж мы планируем, койки 30 тоже, с слесаревского ухода, то есть пансионат 60+. Новый хоспис планируют построить за 3 года. Его стоимость 250 миллионов рублей. Вероника Гайнудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Представить уникальную идею, показать мастерство кройки и шитья и оригинально презентовать. Сегодня в Казани 16 участников из 6 городов России представили свои лучшие разработки в мире моды. На чемпионате Fashion Skills в финал выйдут только 8. Это те, кто преодолеет 250 критериев оценки. А тех, кто в тренде, Юлия Муратова. Он подойдет на несколько размеров, примерно от XS до M точно подойдет. У Велины Алтунян 5-летний опыт участия в WorldSkills. На днях вернулся из Австралии с международного этапа. За 3 дня шить целый костюм для нее уже не проблема. Сегодня представляет одежду, которая меняет размер под фигуру девушки. Чувствую себя уверенно и, говоря о сложности, ну да, это сложно. Меня уже не пугает, потому что я тут достаточно долго, и я понимаю, что от меня требуют, что я должна сделать. А этот участник за победой прилетел из Якутска. За 12 часов до места соревнований, за 24 стильный осенний образ для девушки. Он здесь единственный мужчина-модельер. В одежде не признает ничего лишнего. Строгий минимализм – то, что надо и для работы, и для праздника. Тут все просто. Завышенная талия. Получается асимметрия полная. Длинный жакет с другой стороны он короткий, с декорированной складкой. 16 лучших идей моды сегодня поделились участники отраслевого WorldSkills по дизайну. Здесь они не только представляют современные разработки, но и презентуют самостоятельно шитый костюм. Тема – осенний женский образ с корабля на бал. Одни за утонченность снарядов, другие за возможность трансформировать его под любой случай. Я бы назвала себя девушка осень.
с душой акварельной, голову можешь скружить ненароком. Стать финалистом конкурса значит быть лучшим по 250 критериям оценки. Практичность, эстетика, уникальность, современность. Список внушительный. Прообразом этой коллекции должна послужить некая молодая динамичная особа, которая встречается со своими подружками, друзьями в неформальной обстановке сразу же после работы. Из 16 финал только половина участников. Подтвердить свою победу им предстоит на площадке колледжа дизайна уже завтра. Шить костюмы они будут теперь не дома, на глазах у экспертов и жюри. Самым сильным денежный приз, стажировка в престижной компании и паспорт WorkSkills. Юлия Муратова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Расскажи о себе ярко, креативно, бодро и получи путевку в финал. На нашем канале начался второй тур конкурса «Айда на ТНВ». Теперь задание – снять видеоролик, самопрезентацию. Как угодно, на профессиональную видеокамеру, попросить друга на мобильный телефон или даже на экш-камеру. Нет никаких ограничений. Видеопрезентацию нужно прислать на этот электронный адрес. Работа должна быть до 2 минут в формате MP4, срок до 30 апреля. Наступает ночь, и просыпаются библиотекари. Сегодня Татарстан присоединился к ежегодной всероссийской акции «Библионочь». Мастер-классы от писателей, поэтические дуэли и даже мюзиклы на темы любимых произведений. Все этой ночью будет проходить в казанских библиотеках и музеях. Как раз в Национальном музее сейчас находится Сергей Хайдаров. Сергей, добрый вечер. Расскажи, много ли людей решили почитать на ночь? Действительно, я прямо сейчас нахожусь в Национальном музее Республики Татарстан. И, несмотря на название «Библионочь», началось здесь все еще около 16:00. Огромная череда мероприятий происходит здесь. Вы видите, как энергично танцует под барабаном молодой человек. Все эти мероприятия по своей сути должны пробуждать желание читать всех пришедших сюда гостей, которых собралось немало. Давайте услышим их впечатления от сегодняшней ночи. Плели браслеты и посмотреть также на концерт. Очень ритмичная музыка, нам все очень понравилось, мы очень рады. На «Библионочь» мы попали первый раз. Ну, я думаю, что не в последний, потому что здесь всегда нам рады. Понравилось ходить в библиотеку, и я там встретилась с актрисой. Да, и сразу хочу ответить, почему я так выгляжу. Дело в том, что именно в этой форме меня сегодня обучали мастерству фехтования. Дело в том, что мастер-классы здесь вообще расположены на территории всего Национального музея. Например, здесь можно обучиться лепить из керамики поделки. Здесь можно спокойно взять любую книжку и почитать. Между прочим, здесь есть и эксклюзивные книги, очень старые. Вместе с ними можно прилечь сюда и отдохнуть. Это может сделать абсолютно любой желающий гость. Ну, а самое интересное нас ждет буквально в конце, потому что вот здесь вот обучают мастерству заваривания татарского чая. Не знаю, как это может привить любовь к чтению, но людям нравится. Существует две любви. Любовь к книге и любовь к чаю. А если это совмещается, это такой прекрасный баланс, который позволяет все понять в книгах. Да, ну что ж, время 10 час, а люди, как видите, расходиться не собираются. Более того, со временем их становится все больше и больше, народ все прибывает и прибывает. В общем, что-то очень интересное будет происходить, нам обещают организаторы. Все это продлится, ну, как минимум до полуночи. Пока у меня на это все. Алексей, с удовольствием передаю слово тебе. Спасибо, Сергей. А мы продолжим. Ритмичные пируэты, изящные пассажи и собранные пиафы. Все грани искусства верховой езды представились сегодня в конно-спортивной школе Казани. Там проходят чемпионаты и первенства Татарстана по выездке и конкуру. В седле более 100 участников. Их успех зависит не только от стажа занятий, но и от отношения к скакунам. Почему, расскажет Зарина Ахметова. Проехать верхом с изяществом и лоском. Так зовут жеребца Элины Хафизовой из Уфы. Они вместе уже 2 года и за это время сумели создать дружную команду. Возможно, потому что ровесники и лошади наезднику 15 лет. Не всегда бывает легко, но он хочет сотрудничать, и поэтому работа дается гораздо легче. А вот Аделина Магрифатуллина со своим партнером всего полгода. Характер, говорит, у него заводной, поэтому перед выездкой отрабатывают не аллюры, а навыки релаксации. Он очень нервный, и моя разминка выстраивается на том, чтобы его именно расслабить.
Гармония со скакуном – залог удачного выступления. Сегодня на своем примере это доказали участники чемпионата и первенства Татарстана. На старте 120 человек. Насколько он умеет передать своей команде лошади, сделать это менее заметным. Большое значение для всадника, конечно же, имеет форма. На нем должен быть фрак или редингот. Без этого к соревнованиям его не допускают. Также на нем обязательно должны быть белые бриджи. Обязательно шлем на голове, манишка, чтобы было горло закрыто. Больше всего здесь наездников из Татарстана. Возраст от 12 и старше. Как говорят судьи, не только мастерство наездника определяет его судьбу, но и качество лошади. Если брать большой спорт, то нет тут качественных лошадей для того, чтобы где-то выигрывать хотя бы такие соревнования, как первенство России, чемпионат России. А качественные лошади, они, конечно, стоят очень дорого. Соревнования продлятся до 22 апреля. Самые лучшие летом пойдут в Москву на спартакиаду России. Зарина Ахметова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Пока это все. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. Всем привет! Очередная неделя подходит к концу, а это значит, мы еще на целых 7 дней стали ближе к жаркому лету. И по традиции отложим свои смартфоны в сторону, потому что ближайшие 5 минут они вам не понадобятся. Это рубрика «В сети». Начнем! Лето уже совсем скоро, и стоит чуть-чуть еще потерпеть, и можно уже на пляж. Но один казанец решил, что ждать бессмысленно, и поехал загорать. Вот я сегодня прилетел отдыхать. Буду через неделю. Пока. И не важно, что рядом с песком лежат сугробы снега. Причем, думаю, если приглядеться, то можно увидеть там где-нибудь вдали, как на фоне мужик в теплой куртке рыбачит. Так что пляжный сезон в Казани уже открыт. Милости просим. Курьезная новость. Жительницу Казани могут лишить родительских прав из-за маленького роста, пишут в соцсетях. Алло, это полиция логики? Да, она у нас пропала без вести. Найдите, пожалуйста. Судя по комментариям, пользователи очень возмущены. Помните реальных пацанов из Перми? Так вот, в сети появилось доказательство того, что у некоторых из них есть татарские корни. Салям. Минем Ирен татар кеше, шунин ашен мин белиш, ашпишма хем вадига, вешерге урендем. Отсюда вывод один, что если ты реальный пацан, то ты точно татарин. Хем мин сезнен, белен куришмим. Буквально на этой неделе в Казани прошли съемки фильма «Форсаж 9», русская версия. Пьяные. Пока немного сыровато и без спецэффектов, но продолжение сможете увидеть в программе «Вызов 112». Несколько интересных кадров. Жительница Казани выложила это фото с комментарием, когда сказала 5-летнему ребенку, что он может съесть половину винограда. Ну, ребенок все сделал правильно. Молодец. Совсем скоро к нашим любимым красным автобусам могут присоединиться вот такие синие электробусы, пишут в инстаграм-страничке «В Казани интересно». На самом автобусе написано «маневренный и бесшумный», как электромобиль, только автобус. Ну, думаю, это большой шаг, и уже все ждут эти автобусы, чтобы прокатиться на нем. А вы? А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Ну, во-первых, Рустам Минниханов с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области был на рыбалке. Причем, судя по кадрам, очень качественный улов. По крайней мере, это самый залайканный пост. Затем очередной ежедельный мемчик от президента. Затем он отправился в Башкирию, где открыли памятник Габдулле Тукаю. Ну а затем показал, как готовится Казань принимать гостей. Пользователям в комментариях очень уж понравилась эта группа, что приглашают ее во все районы Казани для такой же качественной уборки. И быстренько пробежимся по инстаграму наших звезд. Александр Сладковский показал свое эмоциональное выступление из-за кулис.
Министр спорта Владимир Леонов показал наших раперисток, которые стали чемпионами России. Молодцы! И напоследок топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте «Игра престолов», 8-й сезон, премьера. Весь интернет в ожидании того, что же будет дальше. Но я, если честно, даже ни одной серии не смотрел. Вторую строчку занимает собор Парижской Богоматери, который сгорел на этой неделе. Точная причина пожара до сих пор неизвестна. Замыкает наш топ Алла Пугачева, а точнее ее юбилей. Видимо, татарстанцы очень уж любят нашу примадонну. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Спонсор программы – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Даниил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Даниил Мастер» исполнит ваше желание. «Даниил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики пасмурно, но сухо, +9. На северо-востоке Татарстана аналогично, до 11 тепла. На севере Татарстана осадки не прогнозируются, 10-11 градусов выше 0. На северо-западе республики будет сухо и тепло, +12. На юго-западе Татарстана днем до 13 тепла, пасмурно. В центре республики небо будет затянуто облаками, 10-11 тепла. Спонсор программы «Тантана» – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты, красиво украшенные залы, комнаты для чтения намазов. По случаю священного месяца Рамадана принимаются заказы на проведение ифтара. Банкетный ресторан «Тантана» – идеальное место для этого мероприятия. Места ограничены. Тантана – Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, миллионлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Остеохондроз, грыжа, протрузия, болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани будет малооблачно, без осадков. Днем до 13 тепла. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.